В августе в Башкирском государственном академическом театре оперы и балета ожидается премьера балета «Семь девушек». Давайте именно об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я с удовольствием представляю сегодняшнего гостя в студии. Это композитор, автор как раз-таки музыки к балету «Семь девушек» Галина Зиганова. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Вообще, на самом деле, это удивительно, что «Семь девушек» — это одна из самых красивых легенд именно в культуре башкирского народа, но еще ни разу не было постановки, именно не было балета по этой легенде. Как думаете, почему? Ну, это удивительно, хотя здесь я все-таки, если быть точным, все-таки были постановки. Ну, во-первых, естественно, это знаменитый танец Хази Гаскарова. Знаменитые «Семь девушек», которые стали визитной карточкой вообще нашей республики, да? И относительно недавно тоже молодыми композиторами Веринеей Лихачевой и Мугулей Мизиновой был написан хореографический спектакль, то есть музыка к спектаклю хореографическому, хотя, конечно, это не балет в полной мере, с таким развернутым сюжетом, какой-то четкой сюжетной линией, но, тем не менее, эта легенда, конечно, уже воплощалась. Но на сцене Башкирского театра оперы и балета вот именно балет «Семь девушек» — это вот впервые. На самом деле не знаю почему, мне самой удивительно. Мы говорим о том, что в этом году уже в августе состоится премьера, но работа на самом деле начиналась, попытка постановки балета «Семь девушек» была еще в 2019 году. Да, и саму идею балета я вынашивала давно. Это еще был 2018 год, может, даже раньше. То есть я обдумывала это, и в 2018 году вначале я начала писать музыку вот просто по своему какому-то плану, по своему такому внутреннему либретто. И в тот момент я узнаю, что Башкирский театр оперы и балета интересуется созданием этого спектакля. Естественно, вот то, что уже было мной написано, я принесла в театр показать еще тогда директору театра Ильмару Альмухаметову. И, в общем-то, послушали они вместе с Леонорой Сафыевной Куватовой, главным балетмейстером нашего театра, они послушали и приняли решение, что да, можно вот эту музыку, вот эти фрагменты использовать и вот с этого начать. И мне уже предложили балет написать и предложили либретто. Либретто было... То вариант либретто было написано Ильмаром Альмухаметовым, драматургом. И, собственно, по нему я начала работать тогда. Но это было конец 18-го, начало 19-го года. В тот момент не получилось поставить его, не состоялось. И, в общем-то, получается, достаточно долгое время, получается, 5 лет. В общем, я жила в таком ожидании этой постановки. Вот, наконец, сейчас, вот в преддверии 450-летия решили специально вот к этому событию вернуться к постановке, к идее постановки этого спектакля. Ну и сейчас хореограф — это Ренат Абушахманов. Вы работаете с ним, я так понимаю, в паре, в тандеме. Насколько тесно нужно именно с хореографом работать композитору в балете? Как строить рабочий процесс? Ну, вообще это, в принципе, в практике мировой, что балет практически всегда пишется в тандеме с хореографом, потому что хореограф, конечно, здесь решающую роль играет, потому что ему нужно драматургию продумать всю, как это все будет. И учитывая, что музыка, с одной стороны, уже была написана, ему, конечно, было непросто. То есть я писала музыку не чисто на его сценарный план, а ему отчасти приходилось подстраиваться под вашу музыку? Да, учитывая то, что уже музыка есть. Конечно, здесь многое пришлось менять, как раз вот по его инициативе, по его просьбе. У нас очень сильно изменился сюжет, появились новые персонажи, вообще любовной линии, которой до этого не было в спектакле. И, в общем, была работа очень интересная, и здесь, конечно, было очень тесное сотрудничество. Сначала на этапе, собственно,
непосредственно сюжета, а потом уже в работе над музыкой. То есть и вам пришлось еще вот те наработки, которые были в 2019 году, сейчас еще доделывать, наращивать, дописывать? Да, ну там были недоработки, это, собственно, был полноценный балет, я его вообще... Он у меня сейчас в моем компьютере лежит под названием «Первая редакция», и сейчас, естественно, вторая редакция, потому что очень много изменений, да, пришлось сделать очень много изменений, и вы знаете, как я сейчас смотрю, вот на то, что получается, изменения, они пошли на пользу спектаклю, как мне кажется. Здорово. Галина, расскажите, что дописали, где вот брали вдохновение? Почему я спрашиваю? Потому что мне кажется, что вот такие творческие люди, да, насколько нравится, когда говорят, вот это надо переделать. Мне кажется, что здесь... Ну, это очень тяжело, потому что, когда ты пишешь, естественно... Ты влюбляешься в то, что сделал. Естественно, ты создаешь что-то новое, и ты этим дышишь. А когда тебе говорят, нет, здесь не пойдет, это, конечно, непросто. И здесь, что вполне естественно, у нас очень много было таких вот ситуаций достаточно тяжелых, когда вот мы прям... На тоненького. Да, там очень... Но всегда и он шел на какие-то уступки, когда вот мне... вот я... просила, давайте оставим. И, естественно, я очень много меняла, изменяла, и вот делала так, как он просил, потому что я понимаю, конечно, что балетный спектакль, у него есть своя специфика, и танцевать под музыку, это... То есть музыка должна быть такой, чтобы под нее удобно было танцевать. И, насколько я понимаю, это ваш первый опыт именно написания музыки именно для театральной постановки, именно работы в театре? Да, для работы в театре это у меня впервые. Я писала симфоническую музыку, камерную музыку, она исполнялась. А вот в театре это вот сейчас у меня, да, впервые такое. И то есть поэтому, может быть, отчасти поэтому были некоторые моменты, когда нужно было где-то допонимать, или вы, в принципе, уже ориентировались в специфике? Я давно работаю в театре, и я все это, конечно, понимала, как это все делается, ну, как происходит работа. Это я все понимала, и поэтому чего-то нового для меня не было, но это был новый опыт, и, конечно, он был очень интересный. Расскажите, какая это музыка? Не прошу послушать, да, понятно, что все на премьере, но какая это музыка национальная? Сейчас очень модно именно национальную музыку на современный лад перекладывать. Вот в чем у вас особенности? Ну, конечно, здесь, ну, как-то сложно вот прям вот точно определить, какая она, но, естественно, опора на башкирской национальной мелодии. Их там очень много. И это, собственно, была и задача такая, и просьба, когда вот создавался этот балет, чтобы он был основан именно на национальных мелодиях. Однако я все-таки хотела посмотреть на эти мотивы, на эти песни, где-то танцы, да, вот эти вот мелодии немножко по-другому, чтобы какие-то мелодии, которые вот воспринимаются всеми вот одним образом, чтобы зритель взглянул на них совсем по-другому. И иногда вот какие-то танцевальные мелодии, достаточно простые и понятные, они становятся очень трагическими. Ну, в общем, много таких моментов, где вот я хотела просто иначе трактовать вот эти мотивы. Кому первому даете послушать ваше творение? Маме. В первую очередь маме. Мне очень важно восприятие... ну вот, как сказать, человека, который, ну вот как слушатель. Хотя она у меня музыкант, да, но все равно она воспринимает, как сторонний человек, воспринимает просто музыку, как она будет восприниматься обычным зрителем. Поэтому, конечно, в первую очередь маме, и за это ей большое спасибо, она меня всегда слушает, всегда высказывает свое мнение, и где-то даже вот какие-то дает подсказки, и я их, может быть, не всегда сразу принимаю, но потом, обдумав, думаю, да, наверное, может быть, она здесь вот была права. Вот. Ну, а потом, естественно, это все идет хореографу.
Галина, вообще это очень смелый шаг, вот как мне кажется, да, тоже обывателю, когда вот с нуля начинать проект, а у вас еще этот проект такой долгоиграющий был, с 2019 года до 2024, да, 5 лет. Вообще вот как взялись за него? Ну вот это мировая премьера фактически. Да, это мировая премьера. Ну, как взялась, я уже рассказала, то есть это обдумывалось Я имею в давно. виду здесь даже, знаете, вот ваши внутренние, вот именно вот ваши шаги, это же, наверное, сложно, я так полагаю. Но это была амбициозная задача для вас. Да не то чтобы амбициозная, просто хотелось уже перейти. Я вообще люблю очень театр. Я с детства в театре, и мне хотелось сделать что-то и для театра. Поэтому, причем балет в этом плане, там чисто симфоническая музыка. То есть понятно, что там есть действо, да, но для композитора там нету певцов, да, и здесь в этом плане мне было интересно работать, мне было интересно создать что-то вот подобное именно для театра. Галина, спасибо огромное, что пришли сегодня. Рассказали нам о предстоящей премьере. Я так понимаю, работа еще продолжается. Мы надеемся, что вот эти вот все моменты будут доработаны, и уже в августе мы увидим премьеру, доселе невиданную, которую 7 девушек, такого еще никогда не было. И надеемся, что зрителям придется по вкусу, по душе новая постановка. Тем более, что сейчас вот свое родное воспринимается очень тепло, очень добродушно. Спасибо вам огромное. Спасибо. Это была программа «Интервью». Сегодня мы говорили о предстоящей премьере в Башкирском государственном академическом театре оперы и балета, о балете «7 девушек». И у нас в студии была композитор, автор балета Галина Зиганова. Спасибо, что были с нами.